Брат, ты любишь Кыргызстан? Хочешь покажу, как я люблю Кыргызстан, брат? Кыргызстан, я люблю тебя. Здравствуйте, дорогие друзья! Kyrgyz Friends тут. Мы сегодня уехали на Иссык-Куль, чтобы провести очередной тренинг. Даму, өзгөчө KFC отдыхай. Давайте напомним, друзья, наша команда Kyrgyz Friends занимается развитием туризма в Кыргызстане. Мы хотим, чтобы люди просто кайфовали от Кыргызстана. Именно тут, на Иссык-Куле, у нас есть два туристических сел, на котором мы хотим заострить наше внимание. А это село Кызылту, которое занимается юрточным производством. Друзья, 90% юрт Кыргызстана производится именно там. И там, кстати, люди успешно занимаются международным бизнесом, то есть производят, высылают за границу. Последний раз это было в Японии. Вот, туристический край Кызылту, добро пожаловать. Следующая остановка нашего автобуса будет именно в селе Лесном, который находится прямо возле Каракола. Это место отличительно своей природой. Там просто нереальная природа. На самом деле ее просто нельзя сравнить с другими местами Кыргызстана. Там есть Каракол, там есть Алтын Арашан, и там самые вкусные фрукты. Самые вкусные фрукты. Муа. Так, по какому поводу мы туда едем? Давайте я объясню. Помните, мы ездили в Нарын, мы ездили в село Шабдан, чтобы сделать мастер-класс по обучению гостеприимства, по поднятию квалификации и по модернизации кыргызской кухни. По этому же поводу мы приехали сюда. Мы будем развивать это везде, чтобы наши люди умели успешно встречать зарубежных местных гостей. Друзья, я полон сил, хочу просто посмотреть, как это будет происходить там. Поехали! 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 Наша команда Kyrgyz Friends успешно добралась до Кызылту. Напомню, это туристический край 2021 года. Именно здесь будет развитие туризма в Кыргызстане. Для тех, кто смотрит это видео, пожалуйста, отметьте Кызылту у себя на карте, потому что вы в этом году можете посетить это место. Сегодня вот нас встречают в частном доме с распростертыми объятиями, кыргызское гостеприимство на высочайшем уровне. Вот, пойдемте посмотрим, где это все будет. Вон там сейчас проходит подготовка, собралась местная братва, которая будет получать знания. Какие знания? Это гостеприимство и модернизация кыргызской кухни. Сейчас период непростой, он необычный, масочный, и я как Саб-Зиро тоже одеваю маску. Менин атым Гүлзат Кайынбекова. Мындай күтпөөлөр же үйлөрүн даярдаган. Да, прошла первая часть этого мероприятия. Люди просто блещут своим энтузиазмом. Вот на этом экране все это происходило. Вы видели это все. Вот, кстати, напечатана информация вот этой презентации. И да, я вот читаю, тут написано чистота, уединение. Вроде бы элементарные вещи, но если
действительно обратить на это внимание, то концентрация именно на этих определяет какое-то, не определяет, а вот выдает какое-то искусство, понимаете? На самом деле вот эти вещи, они кажутся элементарными, но если обратить на них внимание, они способны подарить такие эмоции, которые оставляют наших гостей неравнодушными, они потом влюбляются в это место. Вот такие маленькие моменты, которые становятся незабываемыми. И с такими эмоциями должен уезжать отсюда турист. Следующая часть этого мероприятия Тарель Байке, вы уже его знаете, он появлялся в нашем эфире до этого. Он будет преподавать кухни, а точнее модернизация кыргызской кухни, как готовить по-современному те же кыргызские блюда. И вот он, Тарель Байке. Ассаламу алейкум, хандайсыз. Рады вас видеть снова с нами. Всегда круто вообще разделять с вами работу. Как ваше ничего, как ваше урузо, как ваши дела? Отлично. Очень радует отношение принимающей стороны. Все-таки кыргызы, они очень гостеприимные люди. Да. Всегда с широкой улыбкой, всегда с хорошим настроением, с огоньком в глазах встречают, да, и у них огромное желание учиться. Да. Вот. И, конечно, когда есть такое ожидание, хочется с ними всегда делиться тем опытом, который имеешь. Да, вот, кстати, вы отметили очень хорошую вещь, важная штука. Когда приезжаешь в эти дома, ты как будто знаешь этих людей на самом деле. Как будто ты приехал к родственникам, они сразу вот так, заходите, гиргиле, чайышкиле, булджака джаткала, булджакта отургула, булджакта мунугула. Действительно, приезжаешь как будто в свой родной край, да? Заметили такое? И хочется всегда делиться. Да, так что те люди, которые смотрят в этом году, у вас появляется уникальная возможность на самом деле воспользоваться вот этими домами. Вы можете тоже приехать и кайфануть от этой атмосферы. Знаете, тут очень круто. Видели, да, какая погода на улице, какая вообще гармония. Да, я в шоке. Так, Тарель Байке. Наш совместный проект – это модернизация кыргызской кухни, да? Какое меню у нас здесь на сегодня? Да, вот, кстати, у нас меню, посмотрите. Вот, мы подготовились профессионально, да? Вот у нас меню. Вот смотрите, у нас соусы и заправки. У нас сегодня будет 6 соусов и заправок. 6 позиций будет завтраков. Будут 4 салата, пицца и паста, 6 гарниров и горячие блюда будут. Ага. Вот, и это продукты, которые мы сегодня будем использовать, да? То есть из Бишкека мы привезли на Иссык-Куль Италию, да, саму Италию. И это круто, я рад. Знаете, итальянская кухня, она же очень влиятельная по всему миру. Ну, она очень легкая, да, питательная. И мы также сделали первичную подготовку, да? Вот, когда все под рукой, очень легко готовить, вот. Все так чисто, аккуратно. Такого не будет, что мы что-то будем готовить, тут же мыть, Да. полоскать, да, вот. Все готово. Подготовка – это, наверное, 60% готовки, да? Да, просто когда подготовка, от души готовишь, легко, да? А когда Да. тебе приходится что-то искать, что-то мыть, неохота. Да. Особенно в азиатской кухне, они же там быстро готовят. А также самое главное, что мы упустили, мы сегодня поговорим о управлении качеством кухни, о безопасности пищевой. Вот, потому что мы-то здесь привыкшие, мы, например, можем спокойно сайдан аккан суду там пить, да? Спокойно можем немытые яблоки есть. А у иностранцев желудки слабые, они там могут... Ну, например, если мы в джунгли попадем, мы тоже там что-то съедим сразу, наверное. Да, согласен. Нормально. Вот. Поэтому мы сегодня будем вот эти моменты обговаривать именно про пищевую безопасность. Находить золотую середину, да? Да. Чтобы и нам было удобно готовить, и чтобы им было удобно кушать. Здорово. Эджекелер, надеемся, что вам сегодня это все понравится. Перед вами один из лучших шеф-поваров, Тарель Байке, вы уже его знаете. Ошо, он привез сегодня Италию к вам. Budan pasta degan so'z motorni aralashtirib
Биринчи майдын ароматный. В этой комнате настоящее сборище купидонов. Почему купидоны? Потому что они влюбят туристов в Кыргызстан. Пойдемте посмотрим. Вот так проходит этот Куков. Вон там они готовят, вот там они учатся. Смотрите, насколько амбициозное местное население. Интерес зашкаливает. Посмотрите. Путь к сердцу туриста лежит через еду. И здесь именно и происходит эта подготовка, как завоевать сердца. Вот ондай ким көз ачыктар болсо, көз ачыктар болсо, давайте. Кызашкар жебейді біліп қойса болды. Бул бирок азыр кичине туруп, дамына кирет да. All you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and claim our throne. Же, эмнеге туристтерге биз өзгөчө тамактарды жасап бериш керекпиз? Ошондой суроо жооп бериңиз. Негизи эле адамга биринчи талаптардын бири бул тамак аш да, физикалык талаптарданчы. Анан аларга биз даамдуу тамактарды берсек, анан алар курсагын тойгуз алпанан башка нерсеге кызыгышат да. Ошондуктан даамдуу тамак аларды да бир бул биз жака тартуунун да бир жолу да. Вау, это просто гастрономическое чудо. Вы просто посмотрите на это блюдо, как оно выглядит, как оно выглядит. Вау. Сейчас орозо многие люди держат и не кушают. Я пошел искать Толю Сумбаке, чтобы спросить его мнение. Тут его тоже нету, сейчас будем искать его. Знаете, айылдарда мы можем одевать любые шлепки. Төлөсүн байке, мына тамак даяр болду. Аябай сонун жаңы репертуар сиздин айылыңызда. Сиз бир аз ооз тийип, өзүңүз оюңузду айтып бербейсизби? Тамагыңыз катуу болсун. Жұткың келбей эле чайнап эле тургуң келет го дейм. Жактуу. Аябай сон биз эле тамшанбастан чет элден келген конокторду дагы тамшандырабыз. Будан башталсын, өзүңөрдөн башталсын, күнүгө ушундай тамактарды жеп тургула. Төлөсүн байке, рахмат сизге чоң. Кандай билисимо болду? Сумдук. Аябай даамдуу. Дагы барбы? Тарел байке, ооз тийгизип келдик. Аябай сон болуп тур. Бир аз чайнап туруп, шашпай. Жакшы, бул жеңил болуп калат экен да, жеңил мында. Жеңил, пайдалуу. Даамдуу анан. Неме, жемиштер бар. Карасаңыз, Бар. Бул витаминдер. Жалаң витаминдүү. Жакшы, жеңил тамакка керек экен да. Диетический тамакка, майы аз. Вау, смотрите, ребята, второе блюдо кызылту KFC только что приготовили в той кухне. Жареные крылышки буффало. Сейчас пойдем спросим мнение наших экспертов. Бакыт байке, сизден чоң сураныш, бизде новинка кызылту fried chicken KFC. Даамы. Өзгөчө. Силерге куйуктасыңар го. KFC отдыхает. Один из лучших дней в Кызылту. Кызылту, до свидания. Итак, друзья, наступил второй день нашего тренинга. Мы переместились в село Лесное, которое находится на востоке Иссыкуля.
место с огромным туристическим потенциалом. Напомню, мы проводим тренинги в наших культурных центрах, которые 10 по всему Кыргызстану. Тренинг жасайды, ошон үчүн. В глаза сразу бросается феноменальная красота Кыргызстана, феноменальная красота Иссык-Кульской области. На самом деле, проживая в Кыргызстане и путешествуя, я не видел такую красоту в других местах. Это место действительно уникальное, где можно встретить вот таких вот маленьких друзей, которые вообще не боятся людей, просто живут в гармонии с людьми. Да, и это на самом деле ознаменование вот этого места. Тут люди живут в полной гармонии с природой. Для тех, кто тут не был, советую всем приехать сюда. Тут неподалеку Каракол. Это место действительно, по моему мнению, считается недооцененным, потому что сюда приезжает очень мало путешественников, которые должны, кстати, внимание обратить свое именно сюда, потому что здесь вы почувствуете именно те эмоции, которые не может дать ни одно другое место. Село Лесное очень интересное место по-своему. Тут проживает всего лишь 200-300 человек. На самом деле место с огромным туристическим потенциалом. Также тут происходит вот эта тренировка, которую мы организуем. Люди учатся, как готовить. Напомню, первый раунд наших работ это была реконструкция и ремонтная работа 5 домов именно в этой области, чтобы они встречали гостей. Посмотрите на этот холодильник. Вау.